Салям алейкум, сайгылы достар. Я продолжаю вас знакомить с необычными традиционными блюдами. Сегодня мы будем с вами готовить ешель кофте. Котлеты из дикорастущих трав. Для него мы подбираем в основном дикорастущие травы. Основным компонентом является крапива, ханжиткан или аткулах. Если есть домашние только растения, то можно шпинат сделать основным, где-то 60%. Я вот сейчас беру аткулак, конский шевель. Вот мелко это нарезается. Листья хрена, которые в пищу обычно не употребляют. Да? Листья дживан перчем. Это листья тысячелистника. Это клевер. В пищу используется круглолистный клевер. Это зеленый лук. Теперь шпинат. Это молодые листья лопуха. От него используются только черешки. Прошлый век был очень, как сказать, самый трагический, наверное, в истории человечества. И наши предки очень часто испытывали голод. И вот знание того, что можно использовать из окружающей природы, из дикорастущих растений, оно спасало многих людей. Я нарезаю листья хрена сейчас, да. Мне рассказывали, что из сухих семян конского щавеля вот по осени торчат везде эти качалки вместе с семенами. Делали суп в голодное время года, в голодные времена. Это тысячелистник. Дживан перчем называется по-татарски. Молодые листочки. Это молодые листочки одуванчика. Вот это вот пастушья сумка, чочекен по-татарски. Это основной компонент вот в Узбекистане. Здесь крапива будет основным компонентом у нас. Это мелко нарезанная, очищенная, промытая, мелко нарезанную зелень надо залить кипятком, чтобы она размякла. А мы сливаем теперь воду. Она нам не нужна. Мы обжариваем в топленом масле лук. Яйцо, пряности, перец черный, изира, соль. Сейчас будем жарить. Такие получаются немножко лохматые котлетки. Должны получиться вкусными. Вот такие у нас получились ешель кофте, зеленые котлеты. Я в шутку говорю, что это можно семью накормить сорняками. Здесь около 20 компонентов. Это очень полезное витаминное блюдо. Я всем рекомендую весной готовить такую еду. Она дает нужные витамины. Аш татлы болсын.